Мы открыли студенческую научно-практическую конференцию с международным участием «Наследие Низами как источник развития мировой и восточной культуры». Чем же так велик этот человек? Чему мы можем у него поучиться в 21 веке? На этот вопрос нам поможет ответить наша студенческая конференция «Наследие Низами как источник развития восточной и мировой культуры». И пусть доклады студентов, подготовленные от сердца, посвященные мировоззрению Низами, которое отличается просвещенность, духовность, человеколюбие, стремление к миру и справедливости, будет нашим с вами вкладом в борьбу с фашистской идеологией, станет примером диалога культур, межнационального сотворчества. Ведь среди выступающих студентов с докладами есть и русские, удмурты, татары, наши студенты, граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии. Мы должны искать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. И сегодня нас всех объединил великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века Низами Ганджеви. Я от имени председателя Совета старейшин Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России Аббасова Аббаса Айдиновича, президента Федеральной национальной культурной автономии азербайджанцев России Магерамова Асифа Рафиевича поздравляю вас с началом этой научно-практической конференции и желаю успехов в проведении данного мероприятия. Ведь правильно сказал, если помните, такой еще один великий азербайджанец Нариман Нариманов о другом народе, о представителе другого народа, татарского народа. Вы вспомните Абдулла Тукай, что если хотите познать душу татар, надо с ними пожить, узнать их поэзию, читать, познавать их. То же самое можно сказать и о других народах. Мы живем в одной большой стране. Что нам делить? Давайте узнавать друг друга, познавать друг друга через поэзию, через искусство. Я желаю вам удачи в проведении научно-практической конференции. Здесь очень милые люди, очень прекрасные люди живут, и приятно, что вот инициативы таких людей проводятся здесь вот, в честь такого великого человека, как Низами Ганджеви, мероприятие. И для нас тоже очень большая честь на этом мероприятии и присутствовать, и участвовать, и послушать выступающих. Я думаю, что выступающий будет на уровне достойное имени Низами, потому что Низами — это величайший человек своей эпохи и тот человек, который мировой культуре принес очень многого. Удачи вам, успехов вам. Я думаю, что наше с вами сотрудничество будет продвигать молодежь в Удмуртии на большие горизонты, которые вот в прошлом году, которые мы ехали в Азербайджан, те люди были, которые даже за территорию своей республики нигде не были. Вот этот такой победители, когда вот ехали, а этот путевку дал жизнь, такие люди большим именем, которые продолжают дело своих дедов, а также и дело Низами. Вот хотел бы назвать таких имен, как Тахир Султанович Гаджиев, который вот сегодня сидит здесь. Вот с такими людьми может гордиться любая страна, любая республика, любая община, которая дает молодежи возможность развиваться. В Аравии живет один очень удачливый, гостеприимный, щедрый к беднякам властитель племени Амир. Он славен словно халиф, он подобен свече без света и порешен всякого потомства. Наконец Аллах внял его молитвам и одарил прекрасным сыном.
Младенец доверен кормилице, а в деме вливает растущего ребенка молоко нежности. Здесь, как прозвали мальчика, что значит в переводе «мерила таланта», рано преуспевает в учении. Вместе с другими мальчиками учатся и несколько девочек. Одна из них очень рано прославилась умом, душевной чистотой и редкостной красотой. Локоны ее словно ночь, а имя Лейли, что в переводе и означает ночь. Любовь детей взаимна, любовь нельзя утаить. Похитив ее сердце, Минжнун погубил свою душу. Страшась предрассудков, родные спрятали Лейли от Минжнуна и выдали замуж за другого. Втайне ото всех влюбленные пишут друг другу письма. И как в тюрьме одна изнемогаю. А ты живешь на воле, мой дружок. Ты клетку позолоченную жег. Благой источник израз в царстве горя. Пусть кровь твоя окрасила горе. В расселину ушла, как сердолик. К моей свече ты мотыльком приник. Из-за тебя война пришла на землю. А ты, анаграми оленя внемля, мишень моих упреков и похвал. Ты собственное тело разорвал. И пламенем закутался багровым. А помнишь ли, когда ты был здоровым, ты верности мне вечно поклялся. Из уст в уста шла повесть наша вся. Я клятве ранней той не изменяю. А ты не изменил еще? Не знаю. Где ты теперь? Чем занят? Чем храним? Чем увлечен? А я тобой одним. Мой муж, я не читаю ему, не пара. Замужество мое, как злая кара. Я рядом с ним на ложе не спала. И, сломленная горем, я цела. А муж, пусть он грозит, смеется, плачет. Когда я без тебя, что он мне значит? Ты ждешь меня, я бы хотела тоже. С тобой одним шатер делить и ложе. Но раз с тобой вместе жить нельзя, моя вина, что я такая вся. Твой каждый волосок моя святыня, твоя стоянка и твоя пустыня. Они мой сад, цветущий без конца. Зато с тобой душа моя всегда. Я знаю, велика твоя беда. Придет весна, распустится листва. Не плачь, когда быть одиноким больно. А я никто, я близко и довольна. Не плачь, что в одиночестве убог. Запомни, одиноким близок Бог. Я хочу сначала вас приветствовать из солнечного Азербайджана. Вам огромный привет от всей азербайджанской интеллигенции, азербайджанской общественной организации, любителей поэзии за ваш вот эту работу. Вот в этом зале я сначала думал как-то официально, как положено выступать, но смотря на этот зал, вот это все оставляю в стороне. И мне приятно видеть здесь, как бы я вижу свое прошлое. Не только прошлое, и будущее наше вижу. Здесь молодежь основном. Очень светлое лицо. Здесь то поколение, которое вот это бурное время 90-х, да, когда все погрузились на хаос, несмотря на это, культура жива, наука жива. Россия не только огромна по территории, Россия огромна своей культурой. Это одна из мировой цивилизаций. Это культурный пласт, который действительно, она как материк. Вот это, она за собой тянет других, она как эстафета передает. И очень приятно здесь, что не только русские, много национальностей, и удмурты, татары, там азербайджанцы. И каждый здесь, несмотря на это, себя считает вот это носителем русской культуры. Вот это, она и европейская, она и азиатская, и в то же время она отдельная евроазиатская культура. Здесь ваши преподаватели. Очень добрые, очень приятные люди, светлые люди. Вот такие тяжелые времена, они носят вот это свой крест. Кто-то уходит в бизнес, деньги зарабатывает, а кто-то отдает себя вот это на культуру. Теперь о Низаме Кенджиеве. Он родился, когда поставили в Москву фундамент. В 1141 году, когда Юрий Долгорукин обосновал Москву, и в то же время там в далеком Азербайджане родился ребенок Ильяс Юсиф Оғлы. Вот так его зовут. Илья по-русски. Сказали бы, если с вами учиться, Илюша. Вот так, да? А Низаме это означает
означает его литературный псевдоним. Низам – это порядок, это красота, это вот это, все это называется. А Генджи – это его город. Много Генджи есть, много, не он один. Азербайджан так положено, что где ты родился, там и оттуда берешь. Ширвани у нас много. В то же время, когда он появился, вышел на поэтическую арену, был гигант. Хагани Ширвани, величайший поэт, он Востока, он писал арабский. Я вам скажу, что классические азербайджанские поэты, они свободно писали на 3 языках. В своем родном языке, азербайджанский язык, в то время азербайджанский назывался тюркский язык. На персидском и на арабском. Арабский сочетался, это научный язык чистый, персидский сочетался, там поэтический язык, а тюркский язык глядели. То есть не каждый может на этом языке. Почему? Очень многозначительное, сложное. И так тянут слово, и так тянут. Так сказать, чтобы, вот, в каком смысле ты имеешь, чтобы вот это передали, вот это понял. Чем отличается вот этот персидский язык? Там, вы знаете, что по поэзии, там как пишешь, когда стихи, надо рифмировать, надо там это... Так-то были прочие, но рифмировать у них вот это существительное можно на конце предложения поставить. Легче рифмировать. Много поэзий писали, там стандартные, не как я говорю, любовь, кровь, морковь и прочее. Но, в принципе, очень легко вот это делать. Вот одна из причин. Но с другой стороны, когда 3 языка, каждый имеет свою особенность. Вот эта особенность, как сплав, да? Вот есть железо, есть булат, есть сталь. Что это такое? То есть имеется, вы знаете, да? Определенные пропорции и совсем другое качество получается. То же самое, вот российская культура, да? Что за культура это? Славянская, тюркская, потом европейская, там греческая, финно-угорская и прочее. И каждый свой какой-то капельку дает. Из-за этого она меняется, совсем другое качество получается. То есть вот это многообразие вместе и получается своеобразие. Вот это, чем он современный, как он нас связывается? Одно из вот фактов то, что 21 век, далеко совсем другой страны, мы соединились вокруг вот этой имени. Вот творчество этого человека сейчас обсуждаем. Дальше, что такое современность? Современность, когда искусство достигает на определенный уровень, он всегда будет современный. Если он высшего проба, да, это уже классика, он всегда будет современный. Почему? Потому что есть ценности приходящие, есть вечные ценности. Вот это вечная ценность, которую вся мировая классика, не только незнаемая, и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и европейские там Шекспир, Шиллер, прочие. Главное, вот это культурный пласт, вот эта культура, она по кускам не пошла. Видите, вот азербайджанцы пришли сюда учиться, они что-то свое приносят, что-то впитывают в себе. Вот это и есть культура. Никогда не бывает проблемы между культурой, не бывает. Бывает культура и бескультура. Много можно говорить, но я вижу, что в основном хотел бы вас услышать. Вот то, что написано, что веками написано, он мировое значение, о чем одна из пунктов в том, что персоязычные и туркоязычные берутся между собой низами наш, ваш, он для всех. Пушкин не только русский поэт, он и азербайджанский поэт, он и грузинский поэт, и других, все любят его, потому что это уровень, который там уже нет национальности, он над национальностью, он принадлежит по всему человечеству. Желаю вам удачи, успехов. Вы, которые здесь участвуете, уже все победите. Жанр касиды в творчестве низами. Суд времени – это самый сложный суд для художника. И если автору удается выдержать этот суд, то в полной мере о его искусстве можно говорить как о подлинно великом. Потому что время оставляет только самое ценное, в конечном итоге, вневременное. Иосиф Бродский, размышляя о судьбе творчества, как-то высказал следующую мысль. «Лично меня знаете, что больше всего устраивает?
Судьба античного автора, какого-нибудь архилоха, от стихов которого остались одни крысиные хвостики и больше ничего. Вот такой судьбе можно позавидовать. От стихов Низами Генджеве, о котором мы сегодня говорим, осталось намного больше, чем крысиные хвостики, но его судьбе тоже можно позавидовать. Его творчество существует в контексте мировой культуры более 800 лет, но оно и сегодня звучит современно, даже для человека с западным менталитетом, для человека, возможно, далекого от восточной эстетической традиции. Современность поэзии Низами обеспечена прежде всего тем, что и сейчас не изжили себя те ценности, к которым обращается восточный поэт, а лирические переживания, запечатленные в его стихах, близки нам, современникам 21 века. Вот это меня особенно удивило в его текстах, и я попытаюсь как раз вот в своем докладе раскрыть вот современность, да, тех переживаний, которые Низами зафиксировал. И я попробую это сделать на примере текстов, относящихся к жанру касыды. Изначально касыда — это жанровая поэтическая форма в литературах народов Ближнего и Среднего Востока, Средней и Южной Азии. Это панигерическое стихотворение, восхваляющее какое-либо влиятельное лицо. Формальные признаки касыды следующие: значительный объем, моноритм и трехчастная композиция. По средневековому канону касыда начинается с лирического вступления, в котором автор оплакивает разлуку с возлюбленной. Затем следует описание путешествия поэта к восхваляемому лицу и, наконец, главная часть — восхваление. С XI-XII веков появляются также философские касыды. Непременное упоминание в касыде имен влиятельных особ, а иногда дат и исторических событий, делает их важным историческим источником. Это цитата из энциклопедии, естественно. Низами — автор 7 касыд, и этот жанр подвергся в его творчестве серьезной трансформации. В его касыдах нет оплакивания разлуки с возлюбленной, нет описания путешествия к восхваляемому лицу. Кроме того, самого восхваляемого лица тоже, как правило, нет. Касыды Низами близки элегиям. Элегия — это стихотворение, отражающее состояние задумчивой грусти, раскрывающее глубины психологических переживаний героя и автора. Касыды Низами как раз-таки предельно полно отражают психологию лирического «я», его ценностные установки, поэтому их анализ позволяет раскрыть характер художественного мироощущения автора. Одна из магистральных тем, к которым обращается Низами в своих касыдах, это темы художника и слова. Это весьма не случайно. В средневековой литературе, как европейской, так и восточной, существовал целый культ книги и, соответственно, слова. Этот культ связан с ролью, которая в средневековой культуре принадлежала сакральным текстам. В Европе таким сакральным текстом, определяющим характер культуры, была Библия, а на Востоке — Коран. А поскольку священная книга воспринималась как речь самого Бога, то слово отводилось первостепенное значение, оно обращало человека к божественной истине. Владеть словом значит иметь ключ к разгадке тайны мироздания. Герой касыд Низами — это поэт, несущий в мир божественную речь. Космос, изображенный в стихотворениях, словоцентричен и поэтоцентричен. «Я царем царей в державе мудрых мыслей нынче стал, повелителем пространства, шахом времени я стал». Важно, что слово, которое несет поэт в мир, обладает созидательным началом, и в этом смысле его можно сравнить с божественным глаголом, а поэта с Творцом. Водруженное над миром, слово героя Низами рождает добро. По слову светят звезды, воскресают мертвые. Не случайно герой сравнивает себя с Масихом, то есть Мессией, Спасителем. Как Масих своим дыханием жизнь я мертвым даровал. Речь поэта становится залогом человеческого бытия. Если прекращу дыхание, у людей сердца увянут, так без воздуха и солнца базилик бы вмиг увял. Интересно, что метафорой слова в касыдах становится дыхание. Громок моего дыхания полнозвучный колокольчик. Дыхание, связанное с представлением о душе, отсылает к идее живого, теплокровного слова, высокое предназначение которого — привносить в мир радость, наполнять его светом и смыслом. Люди весело смеются, если это мне желанно, как в день сбора винограда почки нежного рейхана. Однако художник, по мнению Низами, никогда не должен забывать о том, что способность творить — это не личная его заслуга, а божественный дар. И поэт всегда держит ответ не только перед миром, но и перед Богом. В этой связи творчество — прерогатива Всевышнего, и любая попытка поставить себя на одну ступень с Создателем есть проявление гордыни. Хвастовство мое звенело, точно дутые браслеты. Как я каюсь, как стыжусь я неумеренных похвал.
Так лирический герой Низами в итоге отказывается от утверждения уникальности собственного поэтического дара, поскольку понимает, что его человеческое слово ничтожно по сравнению с великим божественным словом. Отрицая величие дара, герой Косыт раскрывается уже не как царь времени и пространства, а как слабый, сомневающийся человек, существование которого зыбко и мимолетно. Это понимание и определяет элегическое и даже трагическое настроение, которым наполнены Косыды. Трагическая саморефлексия наиболее показательно разворачивается в Косыде «Не добывший и Агата, что рубинами я грежу», где поэт с горечью и, безусловно, с известной долей самоуничижения говорит о ничтожности собственного искусства. «Шелк стихов, узоры мыслей, паутина, прах летучий, где я мнил живое чувство, мертвый черепа оскал». Так мысль о творчестве, способном воскресить мертвых, противопоставляется мысли о мертвенности слова, его безжизненности и тленности. В стихотворениях Низами прорывается эмоция горького разочарования, неудовлетворенности поэтом результатом творческого акта. Более того, герой предстает теперь не как маг, пророк, творец, а как охваченный сомнением, бессильный человек, не способный подняться на одну ступень с подлинным Творцом, Богом. Все, что ему остается, признаться в собственной гордыне, обратиться к Всевышнему с молитвой о помощи. «Грешен, но молю прощения, окажи святую милость. Я стыжусь, ты это видишь, жизнь трудна, ты это знал. В теле собственном себя я ежечасно распинаю. Дай смирение, дай умение не искать, что потерял. Хоть однажды благосклонно приласкай меня мне взглядом в сердце, чтоб безраненным, усталым свет отрадный засиял». Однако это осознание собственного несовершенства, способность к раскаянию, терпению и становится для героя Низами залогом его человеческого и творческого величия. Подлинный художник, мера которого велика, всегда исполнен сомнениями по поводу полноты своего творческого воплощения. Но лирический герой Низами глубоко переживает не только из-за трагической недовоплощенности в творчестве, но и из-за быстротечности и конечности человеческого существования, что, собственно, и делает его близким и понятным современному читателю. В Косыде «Я долго шел по лугу лет» герой говорит о закате жизни. Его спина сгорбилась, из волос, цитата, «лезет белизна, веки слабеют, душа кровоточит, слеза обогрена, руки одолевает дрожь». Герой трепещет в ознобе, он немощен, бесплодным сделался, как тень, изнурен несчастьем и одинок. Никто не помнит обо мне, поскольку я, лишенный сил, друзьям на помощь не приду, дорога для меня трудна. Итог, к которому он приходит, осознавая трагическую логику бытия, следующий. «Я книгу жизни завершу тем, что познал в конце концов. Неведома мне суть земли, суть неба для меня темна, и черный цвет, и белый цвет неотличимы для меня. Сияет солнце ли в лицо, или светильник жжет луна». Так загадка мироздания оказывается неразгаданной, но самое страшное для героя, что текст его жизни греховен. Всевышний кончиком пера украсил лист моей судьбы, но говорят лишь о грехах начертанные письмена. Старался смыть потоком слез я страшный текст, а то, что упрям Всевышний, повесть та им вновь и вновь повторена. Возникает вопрос, преодолевается ли эта внутренняя дисгармония, или герой так и остается погруженным в трагедию бессмысленности существования. Залогом внутренней цельности для героя становится вера. Она и придает его жизни смысл и позволяет обрести тот стержень, который определяет внутреннюю цельность «я». Не корабль спасает в бурю, но спасительный Коран. Вера для Низами – это прежде всего верность идеалу добра. Поэтому пронести веру в сердце значит привнести добро в мир, а следовательно обрести смысл, наполнить мир смыслом. В Косыде «Слышишь, звякнул бубенцами в путь готовый караван» автор весьма в метафорической форме, что вообще свойственно поэзии Низами, формулирует те правила, в соответствии с которыми должен жить человек, чтобы обрести единственно верный смысл. Этим определяется нравственный пафос стихотворения. Низами исходит из представления, что человек по природе своей противоречив, он как бы балансирует на грани добра и зла. В человеческом обличье двуедин ты по натуре, лишь с годами прояснится, ангел ты или шайтан. Автор, обращаясь к человеку как к родовому существу, призывает его стать рабом Аллаха, то есть преодолеть гордыню. Низами говорит о справедливости как высшей ценности, а если не посильна справедливость, обуздай хотя бы насилие. Помни, тот, над кем ты властен, человек, а не баран. Человечность – вот ключевой признак человека, должного по Низами руководствоваться в своей жизни нравственными установками, отказаться от неправедного, греховного пути, обратить свой взор только на себя, следовать принципу «не суди».
В этом смысле Касиды Низами отражают ключевое положение суфизма как философско-религиозного учения. «Не гляди в родник соседа, будь он хоть источник Хызра, и на хлеб чужой не зарься, пусть душист он и румян. Усмиряя в теле страсти, ты в душе умножишь веру. Ладан, давший меньше пепла, более благоухай. Влаги мудрости взыскуя, отыщи родник. При этом не считай чужих пороков, не влети в чужой карман». Безусловно, это обращение не только к человеку как таковому, но и к самому себе. Праведность, трудолюбие, верность себе и высшей справедливости каждую минуту здесь и сейчас — это, по мысли Низами, есть подлинное содержание жизни, ее подлинный смысл, как он представлен в Касидах. Низами, тебе за 30, исполняй, что сам наметил, уплати по счету прежде, чем закроется духан. Скоро, ты твердишь Каабе, это скоро бесконечно, так блюди же тут, на месте, долг священный мусульман. Таким образом, Касиды Низами Гендживи — это лирические стихотворения, в которых зафиксированы трагические, в некоторой степени пессимистические переживания лирического «я» по поводу быстротечности человеческого существования, экзистенциального одиночества, ощущения бессмысленности жизни. Однако все это преодолевается мыслью о спасительности веры, которая есть истина и которая позволяет обрести внутренний стержень, смысл, а кроме того представление о божественной предопределенности судьбы и, следовательно, гармонию. За нечаянный проступок Низами прости без гнева, произвол небес избился, шел туда, сюда попал. До конца продли щедроты, смерть пошли ему благую, дай ему ты счастье жизни, отбери легко, как дал. Тема моего доклада «Азия, Родина, Родин. Восток в творчестве Анны Ахматовой» на примере одного стихотворения. В сентябре 1941 года Анна Ахматова отправляется в эвакуацию в Ташкент. Сегодня уже были упомянуты события Второй мировой войны. Так вот, во время войны поэт всегда ищет некую опору, которая способна противостоять разрушительной силе войны, некий залог мира. Анна Ахматова находит такую опору в Азии, близко знакомясь с ее культурными традициями. В итоге Азия воспринимается поэтом как социально-культурное пространство, способное противостоять войне. «Ты, Азия, родина родин, вместилище гор и пустынь. Ни с чем предыдущим не сходен твой воздух, он огнен и синь. Невиданной сказочной ширмой соседней мерещится край, и стаи голубок над Бирмой летят в нерушимый Китай. Великая долго молчала, закутавшись в пламенный зной, и вечную юность скрывала под грозной своей сединой. Но близится светлая эра к навеки священным местам, где ты воспевала Гессера, все стали гессерами там. И ты перед миром предстала с оливковой ветвью в руках, и новая правда звучала на древних твоих языках». Стихотворение начинается с обращения Азии, которое всегда предполагает говорящего. Но лирической героини в стихотворении нет, поэтому можно заключить, что говорит, собственно, автор. Обращение к Азии поддерживается неоднократным использованием местоимения «мы». Ты, Азия, твой воздух, ты воспевала, ты перед миром предстала. В стихотворении, кроме Азии, есть и другие географические топосы – Бирма и Китай. Но обращение всегда относится к Азии, следовательно, на субъектном уровне Азия воспринимается как единый локус и развивается мотив объединения пространств. Пространственно-временной и идейный планы стихотворения строятся на сложном взаимодействии будущего, настоящего и прошлого, реального, мифологического и сказочного, юного и древнего, исторического и вечного. Первые 4 стиха имеют вневременной характер, дается характеристика Азии, не зависящая от исторического времени, от хода времен года в природе. Описывается величественный и вечный пейзаж. «Ты, Азия, родина родин, вместилище гор и пустынь, ни с чем предыдущим не сходен твой воздух, он огненный синь». То есть Азия осознается автором как родина родин, то есть прародина, одно из древнейших мест зарождения цивилизации. В стихотворении развивается мотив вышины неба. Начиная с гор, он продолжается в образе особого воздуха и полета стаи голубок. Образ воздуха, он огнен и синь, строится на сочетании двух противоположных начал. Такой воздух невозможен нигде, кроме Азии, ни с чем предыдущим не сходен. Интересно, как удивительно сближается восприятие Ахматовой, его восприятие Ахматовой с восприятием Николая Константиновича Рериха. В 1941 году Рерих пишет картину «Гессер хан».
Ее основное пространство занимает огненное и синее небо. Нижние горы, а между ними изображен мифологический воин на коне Гиссер-хан. Ахматова в 1944 году не могла видеть этой картины, когда было написано стихотворение, но и она обращается к этому мифологическому образу. Время в стихотворении возникает в следующем четверостишье в неразрывной связи с историей. Невиданной сказочной ширмой соседней мерещится край, и стаи голубок над Бирмой летят в нерушимый Китай. Упоминание двух стран связано с событиями Второй мировой войны. В 1942 году Бирма была оккупирована Японией, вовлечена во Вторую мировую войну как колония без ее согласия. Как пишет историк Васильев, бирманское общественное мнение было на стороне жертв фашистской агрессии. С началом оккупации прекратился ввоз боеприпасов и вооружений в Китай, который осуществлялся через бирманскую дорогу. Символ голубя распространен во многих культурах, и в стихотворении он восходит к ветхозаветной традиции и символизирует мир, что подтверждается появлением образа оливковой ветви в конце текста. Но в 1944 году, когда было написано стихотворение, война продолжалась, и Бирма все еще находилась под властью Японии. Поэтому в стихотворении этот символ приобретает дополнительное контекстуальное значение. Стаи голубок, летящие над Бирмой, становятся весточкой о солидарности. С историческими событиями также соседствует мотив сказочности, невиданной сказочной ширмы. Он вписывает конкретные исторические события в план вечности. Эту же роль и играют и символ голубок, одновременно отсылающий нас и к историческим событиям, и к плану вечности. В следующем четверостишье происходит смена настоящего времени прошлым. Великая долго молчала, закутавшись в пламенный зной, и вечную юность скрывала под грозной своей сединой. Азия наделяется чертой вечной юности, которая противопоставлена седине. В XX веке происходит переосмысление роли Запада и Востока. Западная культура остро чувствует свой упадок, и естественным следствием появляется интерес к восточной культуре как совершенно иному типу цивилизации. Ахматова, обращаясь к этой проблеме, отмечает способность Азии сказать новую правду на древних языках миру, западной цивилизации. В понимании культуры Азии новую Ахматовой всегда соседствует с традицией. Преемственность подчеркивается не только вечной юностью и древними языками, но и обращением к мифологическому образу. Но близится светлая эра к навеки священным местам, где ты воспевала Гиссера, все стали гиссерами там. Взгляд, собственно, автора обращен одновременно и в будущее, которому дается оценка, но близится светлая эра, и в далекое прошлое, где ты воспевала Гиссера, и в настоящее историческое время, где все стали гиссерами там. Гиссер — это персонаж тибетской мифологии, мифологии монгольских народов, включая бурят, а также ряда тюркских и тибетско-бирманских народностей. Гиссер — это герой эпических сказаний и поэм. То есть в стихотворении Гиссер, мифологический герой Азии, связывается с современностью. Иначе говоря, в каждом солдате, воине проступает ниспосланный небом культурный герой, очищающий землю от чудовищ. Но в стихотворении представлен не воин-завоеватель, а герой, встающий на защиту своей страны, выполняющий миротворческую функцию. Мифологический образ, возникающий в годы войны не только в сознании Ахматовой, вспомним картину Рериха «Гиссер-хан», становится символом духовного потенциала Азии и ее победы. Оливковая ветвь, которая также возникает в стихотворении, это образ мира, своими корнями уходящий в разные культурные традиции. В античной мифологии ветвь оливы была атрибутом Пейрены, богини мира. Она и символ победы, фигурирующий в мифе о споре Посейдона и Афины. Так, в стихотворении «Новая правда» — это правда о восстановлении мира, примирении не только между воюющими государствами, но и между традицией и современностью. Мотив объединения пространства, возникающий на субъектном плане, соотносится с темой преемственности, объединения времен на объектном плане, которое проявляется во взаимодействии древнего и нового, как одной из основных черт восточной культуры. Таким образом, категория времени в стихотворении «Ты, Азия, Родина, Родина» играет важную роль в понимании общего художественного замысла поэта. Ахматова вписывает исторические события в план вечности, связывая довременной период, мифологию, прошлое, настоящее и будущее. Спасибо за внимание.
Историко-культурное наследие имеет огромное значение в нравственной и духовной жизни общества. Оно учит видеть красоту, ценить и уважать творчество поэтов, писателей, помогает глубже узнавать историю. Памятники литературы, созданные на протяжении веков, свидетельствуют о великой мудрости и творческой одаренности того или иного народа. Библиотеки всегда были и остаются хранителями и преемниками исторической, научной и культурной памяти, посредниками в ее передаче последующим поколениям и способствуют пробуждению интереса населения к истории народа, родному языку, архитектуре, природе, литературе. Выполняя свою основополагающую функцию Социального института национальной памяти, Национальная библиотека Удмуртской республики, которая на следующий год празднует свой статус 25-летия в статусе национальная, реализует деятельность по сохранению доступа к этому наследию в других странах и регионах Российской Федерации, а также сохранению и трансляции интеллектуального наследия всех этнических и национальных групп, проживающих на территории республики. Осуществляя данную деятельность во взаимодействии с государственными и муниципальными органами власти, институтами гражданского общества, Национальная библиотека Удмуртской республики способствует тем самым реализации государственной и национальной политики в регионе, конечная цель которой – сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов республики, гармонизации национальных и межнациональных отношений. Деятельность в данном направлении реализуется путем формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов республики посредством распространения знаний об истории и культуре народов, расширение возможностей доступа к культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию с использованием виртуального пространства, развитие волонтерских проектов в сфере сохранения культурного наследия, взаимодействие с этнокультурными объединениями, религиозными организациями в деятельности по популяризации национально-культурного наследия, семейных ценностей, проведение мероприятий, направленных на формирование у молодежи гражданского самосознания, чувства патриотизма, гордости за историю своей страны, воспитание культуры, межнационального общения, организации и проведения образовательных мероприятий, формирующих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества. Приоритетным направлением в реализации наших проектов остается выставочная деятельность. Пересечение народов через культуру неоценимо. Это доказывают многочисленные выставки и мероприятия, презентации, конференции, фестивали народов культур, проживающих на территории республики, организованные в партнерстве с многочисленными национально-культурными объединениями, которые существуют в Удмуртской республике. Большой общественный резонанс в городе и в республике имели такие выставки, посвященные культурам, они так и назывались, история и культура того или иного народа, посвященные таким народам, как удмуртский, марийский, еврейский, таджикский, армянский, белорусский, украинский, мордовский. Ну и, наконец, в 2012 году к нам присоединилось общество азербайджанской культуры «Дослуг», совместно с которым мы проводили большую выставку «Просмотр. Истории и культуры азербайджанского народа». В разделах выставок, посвященных литературе, всегда экспонируются художественные произведения всех основоположников национальных литератур, а также их последователей, монографии и статьи ученых, исследователей творчества того или иного поэта или писателя. На открытии таких выставок всегда звучат стихи, которые хорошо ложатся как на национальную, так и на современную музыку. В 2012 году вся общественность, которая связана с классической литературой Востока, отмечала 870-летие со дня рождения Низами Генджеви. В Национальной библиотеке Удмуртской республики была организована выставка «Низами Генджеви. Мастер изящного слога». Низами был плодовитым творцом, новатором. В его наследии более 1000 различных произведений. Его богатое поэтическое наследие – это такие поэмы, как «Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Хасров и Ширин», «Сокровищница тайн», «Искандер-Намы» являются ценнейшим вкладом азербайджанского народа в сокровищницу мировой поэзии. Выставка сопровождалась чтением стихов,
презентацией, из которой посетители мероприятия узнали о наиболее интересных фактах жизни и творчества поэта. Богатое наследие Низами Гиндживи не теряет своей актуальности и спустя 8 веков, чему наглядное свидетельство сегодняшняя конференция. И наша выставка, которую мы предложили вашему вниманию, о творчестве Низами, он вместил величие двух миров, наследие Низами Гиндживи. Мудрость поэта вне национальности. Добыл ты много благ земных, но к новым не стремись. Земное благо тянет вниз, святое благо ввысь. В 2013 году в библиотеке были организованы выставки просмотры о творчестве известных корифеев изящной словесности, поэтов ближневосточного средневековья. Совместно с обществом таджикской культуры «Альон-Тадж» выставка, посвященная Рудаки, Фердоуси, Омару Хайяму, Саади, Хафизу, Низами, Физули, Нисами. В 2013 году в Доме дружбы народов мы открывали совместно с Узбекским национальным центром социальной поддержки и развития культуры Азии Плюс выставку «Я славлю жемчуг слова» о творчестве Алишера Наваи. Посетителям таких выставок всегда представляется возможность познакомиться с различными жанрами классической поэзии Ближнего Востока, в которых творили эти великолепные мастера слова. Торжественные панигирик касыды, о котором мы сегодня слышали, философские сентенции рубаи, любовная лирика, газели и другие. В фондах Национальной библиотеки Удмуртской республики имеются сборники стихов классиков, основоположников литератур народов Кавказа, Средней Азии. Все это книжное богатство, к сожалению, появилось в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда дружба народов не только декларировалась, но и поддерживалась через издание книг, переводов, через интерес к истории друг друга. Собрание сочинений, избранные сочинения, произведения авторов изданы в издательстве «Наука». Они снабжены большим справочным аппаратом, словарями, примечаниями, сносками. Поэтому все непонятные слова, термины, встречающиеся в таких текстах, имеют объяснение и доступны для читателей с различным уровнем знаний. Имеются в нашей библиотеке также однотомные издания поэзии всех перечисленных авторов, а также антологии азербайджанской, армянской, таджикской, узбекской поэзии. Это многотомные издания, в которых собраны классики всех народов Кавказа и Средней Азии. Так, еще несколько слов о новом проекте Национальной библиотеки. Это продвижение национально-культурного наследия народов Удмуртии в интернет-среде, целью которого является сохранение и популяризация этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Удмуртской республики. Для достижения цели и выполнения задач проекта деятельность по его реализации осуществляется по двум направлениям. Это организация и проведение в партнерстве с государственными структурами, национально-культурными объединениями, образовательными и научными учреждениями республики мероприятий, республиканских конкурсов, конференций, фестивалей, выставок, презентаций, лекториев, литературных вечеров, творческих встреч, направленных на информирование населения об этнокультурном наследии народов Удмуртии. Реализация интернет-проектов, обеспечивающих возможность доступа к этнокультурному контенту широкому кругу пользователей интернета. Мероприятия в рамках проекта обеспечивают создание цифрового текстового и мультимедийного контента, фото, аудио, видео в партнерстве с другими библиотеками, учреждениями науки и культуры, образования и его публикацию на интернет-ресурсах Национальной библиотеки. Составной частью этого проекта является страничка сайта «Народа Удмуртии», цель которого также повышение осведомленности населения Удмуртской республики России, в том числе финно-угорского мира, о культурном наследии удмуртского народа и других народов, населяющих Удмуртию. Включает он 400 материалов. На страницах сайта представлена информация об этнокультурных мероприятиях. Вот сегодняшний тоже займет достойное место на страницах нашего сайта. Тексты, фото, видео, проводимые библиотекой совместно с учреждениями и организациями. Компонент фотогалереи реализован с использованием программы jQuery, компонент видео через видеохостинг YouTube.
Веб-выставки, презентации, посвященные этнической истории, традициям и культуре народов удмуртов, марийцев, бесермян, татар, чувашей, армян, таджиков, евреев, жизни и творчества выдающихся деятелей национальной культуры. Каталоги, включающие издания на языке оригинала, сформированы на основе национальных коллекций Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Проект предлагает привычное для современного пользователя представление информации. Согласно исследованиям, активные пользователи интернета обладают клиповым мышлением, ориентируясь на получение информации не через текст, а через картинку, тем самым расширяя круг причастных к событиям участников. Этим он отличается от других проектов национальных библиотек, субъектов Российской Федерации, также активно ведущих активную просветительскую работу в этнокультурном направлении. Ну и в конце. Позиционирование библиотеки как центра межнационального общения на городском и республиканском уровнях способствует привлечению новых партнеров, в том числе и национально-культурных объединений, укреплению ее статуса. Библиотека сегодня открыта для диалога культур. Опыт нашей работы – наглядное тому подтверждение. А слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив одаряю», могут служить девизом сотрудничества с представителями различных национально-культурных объединений нашей республики.